Мгм. Добрый день, уважаемые участники Олимпиады, родители и педагоги. Мы хотим познакомить вас с решениями задач регионального этапа Олимпиады по математике, а также Олимпиады имени Леонардо Эйлера для 8 класса. К сожалению, в этом году московские организаторы не проводили онлайн-трансляцию разбора решений, как обычно. То есть раньше мы могли посмотреть эти решения именно от самих составителей задач с их авторскими комментариями. И сделать это можно было буквально в первые дни после проведения Олимпиады. В этом году, я так понимаю, вы даже еще и решений задач не видели, и только сейчас я вам их покажу. А выложенные они в свободном доступе будут после 22 февраля, это по решению министерства. Такие сроки определены, то есть после 22 только февраля, когда уже будут окончательные результаты Олимпиады, вы сможете увидеть точные строгие решения, ну или посмотрев сейчас наш вебинар в записи, также все решения будут вам демонстрироваться на экране. Начать, наверное, стоит именно с 8 класса, с Олимпиады для 8 класса, и сейчас вы видите решение первой, второй задачи, первый день этого Олимпиады. Первая задача, вот она продемонстрирована. Вы видите, что решение здесь представлен один из вариантов решения, можно прочитать. Решений может быть несколько, на самом деле, видите, в замечании написано, есть и другие способы решения, но самое простое, самое быстрое решение, которое нашли некоторые из участников Олимпиады, приведено у вас в документе, и, как вы видите, работать надо было с первой цифрой, удваивать ее трижды, а затем удваивать цифру 6 и получать искомый вариант. Все, кто представил только ответ «можно», конечно, не получают никаких баллов. По критериям только ответ оценивается в 0 баллов. Необходимо приводить решение, в данном случае в виде примера. Ну, задача простая, довольно-таки с ней справились практически все участники, поэтому на этой задаче я не буду подробно останавливаться. Так же, как и со второй задачей, с ней тоже довольно-таки хорошо все справились. Задача про рыцарей и лжецов. Большинство достаточно правильно определили количество рыцарей, 8 человек и 2 лжецов. Но обратите, пожалуйста, внимание, сейчас критерии покажу, что только за пример можно было получить 3 балла. Если не было, тут, к сожалению, не указано, но в дополнительных замечаниях авторы говорят, что если не было приведено примера чисел, которые загадали и рыцари, и лжецы, то, к сожалению, 7 баллов за эту задачу получить было нельзя. Очень многие забыли привести примеры именно чисел, которые задумали лжецы. А это очень важно, ведь и лжецы должны были солгать дважды, а значит, тоже они должны загадать не любое число, а только то число, которое не соответствует ни первому условию, ни первой их фразе, ни второй фразе. Поэтому здесь были недочеты, и большинство оценок, к сожалению, не 7 баллов, а 3, 5, 6, то есть небольшие недочеты у всех были. Третья задача, с ней справились немногие. Задача на расстановку натуральных чисел и ненулевые остатки. Там убрать или что? Так, решение, как вы видите, не могло. Так нельзя так расставить. И сейчас техническая проблема, минуточку. Итак, решение приведено у вас в документе. Если предположить, что указанный остаток r, то каждое из стоящих по кругу чисел должно быть больше, чем данный остаток. Ну, это у нас по делимости чисел.
Соответственно, неполные частные при каждом делении больше нуля, и мы получаем, что числа должны быть расставлены в порядке возрастания. Ну, так как это невозможно, то, соответственно, и данный вопрос задачи у нас, на вопрос задачи мы говорим, что нет. Но возрастание чисел необходимо было доказать. Если возрастание чисел не доказано, то оценка за данную задачу, как вы видите, по критерию авторскому выставляется не более 3 баллов. Ну и вот большинство как раз с этой задачей не очень справились, начинали работать либо с какими-то частными случаями, либо пытались рассматривать там начальное и конечное число, варьировать их, но вот так, чтобы проследить просто возрастание чисел благодаря зависимости между остатками, ну, один человек смог, а один человек 7 баллов за данную задачу получил. Следующая, 4-я задача. Решаемость, скажем так, нулевая, несмотря на довольно-таки простую по сути задачу на раскраску, так как здесь у нас небольшой кубик, а значит варианты можно было чуть ли не перебором рассмотреть. Тем не менее, к сожалению, вот по 4-й задаче у нас 0 баллов у большинства, и лишь одному человеку мы смогли поставить 1 балл за верное направление идеи решения. Ну, а основная идея в том состоит, что надо рассматривать тройки квадратов, примыкающих к углу. Именно для них у нас самая важная ситуация. Решение я не буду зачитывать, так как нет смысла особо на нем останавливаться. Я думаю, что необходимо с этим решением просто каждому из участников ознакомиться в спокойной домашней обстановке, внимательно, аккуратно все прочитать и особое внимание обратить на критерии оценки. Как вы видите, критерии в этом году, вот приведу чуть пониже, да, критерии довольно-таки строгие. Видите, только оценка всего 3 балла. Хотя раньше мы могли за это выставлять до 5 баллов, честно говоря. Верный пример без обоснования всех детекторов 2 балла, с обоснованием 3 балла. То есть, как вы видите, баллы довольно-таки строго у нас расставлялись. Ну, то же самое могу сказать про 5-ю задачу, несмотря на то, что, по сути, 5-я задача геометрическая, не самая сложная, и ее решение тоже, вот как вы видите, представлено всего лишь в 2 абзаца. Так, даже рисунок, да, не представлен, это авторское решение на слайде приведено. Тем не менее, опять же, задачи не справились, все не справились. Лишь 2 человека получили по 1 баллу за верное направление, за верную идею, оценки сторон по отношению друг к другу. Вообще говоря, геометрические задачи, это касается не только 8 класса, но и всех остальных классов, вызывают наибольшее затруднение. И даже я, наверное, для всех остальных классов, вот смотрю результаты, не буду останавливаться на их решении, не буду зачитывать, вы можете сами прочитать решения авторские. Скажу только, что с геометрическими задачами у нас традиционно большие проблемы. К сожалению, не могут логично, последовательно изложить решения участники. Зачастую бывают даже такие переходы необоснованные, то есть из одного следует другое, кажется учащемуся, но, к сожалению, это следование не опирается ни на какие, ни на аксиомы, ни на теоремы, ни на свойства. И раз у нас есть один переход, который ни на чем не основан, то это решение оценивается в 0 баллов. 0 баллов – это у нас по критериям этого года, могу даже вам зачитать, что если аналитическое решение геометрической задачи не доведено до конца, за него ставится 0 баллов. Очень строго. Так, я думаю, что время для того, чтобы прочитать решение задачи было, и поэтому я перейду на 2-й день Олимпиады Эйлера. Задача номер 6. Довольно-таки несложная задача. Если с ней кто и справился, то справился хорошо, то есть на полные 7 баллов.
Те, кто не справился, то есть либо совсем не приступили к решению задачи, либо, к сожалению, запутались в рассуждениях и ни к какому результату не пришли. Итак, как вы видите, в шестой задаче у нас 4 числа А, Б, С, Д. Все, что нужно здесь аккуратненько доказать, это опираясь на то, что они в сумме дают 0, то есть на равенство А плюс Б плюс С плюс Д равно 0, аккуратно составить сумму 4 произведений на всех членов всех чисел на соседей и аккуратненько его преобразовать. Как вы видите, решение несложное. Ну вот, кто справился, тот справился. У него, я думаю, у тех, кто справились, вопросов нет. Те, кто не справились, сейчас наверняка видят по решению, что задача была довольно-таки простой. Седьмая задача. Седьмая задача у нас по раскраске. Да? Так, сейчас. Ага, да, по раскраске. Здесь можно было привести любой пример, доказывающий возможность соответствующей раскраски. И с этим заданием тоже несколько человек у нас справились, и опять же ситуация такая же, либо справились полностью абсолютно, либо не справились совсем. Как вы видите, здесь надо было уменьшить таблицу для простоты, работать с 1/4 таблицы с квадратиком 5 на 5 и придумать для нее раскраску, так, например, такую, как указано в авторском решении. То есть 8 клеточек, примыкающих по стороне или по углу к центральной клетке. Ну и тогда условие задачи выполняется, значит, и все 3 оставшихся квадрата также раскрашиваем, и условие задачи выполнено. Но, как вы видите, только ответ можно, как всегда, 0 баллов. Восьмая задача геометрическая. Предложено автором 2 решения. Ну, задачи геометрические для 8 класса, по сути, для учителей наверняка не представляют сложностей, поэтому не буду зачитывать тоже решения приведены. Но детям, как обычно, дается сложно. К сожалению, геометрические задачи у нас вот такие трудности вызывают. Как вы видите, все решение основано на работе с углами, как в первом варианте, так и во втором. Ну вот требует некоторого дополнительного построения. На самом деле, наверняка можно придумать решение без дополнительных построений. Ну вот авторские 2 таких решения. Так, ну и что касается 2 последних задач, 9 и 10, то же самое, покажу вам решение на слайде. Так, сейчас немножечко уменьшу, чтобы, наверное, все решение включилось. Вот 9 задача. Можно прочитать это решение. Опять же, мало кто справился с этой задачей. Одному лишь человеку мы поставили 1 балл. Так скажем, что идея была верная, но, к сожалению, опять же, по критериям очень строго все. Идея, даже если она очень хорошая, максимум 1 балл мы можем поставить, но не больше. Так, ну и так, значит, не буду останавливаться, не буду зачитывать. То же самое касается последней 10 задачи. Так, 10 задача. Так, секундочку. Значит, да, подобная задача и для остальных классов была приведена. И нужно было найти число при наилучшей игре. По этой задаче и по аналогичным задачам для других классов могу сказать, что авторские замечания, авторские пометки в критериях говорят о том, что здесь необходимо было рассматривать стратегии обоих игроков. Ведь видите, вопрос задачи, какое число окажется на доске при наилучшей игре Пети и Васи. Некоторые обсуждали только стратегию Пети и говорили про те числа, которые именно он выписывает, как он их выбирает, забывая про второго участника, про Васю. К сожалению, по авторскому даже указанию к оценке данной задачи было сказано, что если рассматривается стратегия только одного игрока, то есть только про одного говорится, не более 3 баллов за эту задачу можно было поставить. Так, вот продолжение, как видите, я думаю, что сами преобразования
несмотря на их кажущуюся громоздкость, можно было провести. Вот. Ну и ответ 1/40. Я не буду тоже зачитывать. Если есть желание, можно будет этот файл посмотреть, это решение рассмотреть. Ну вот, по 8 классу, к сожалению, в этом году было мало участников. По 8 классу могу отметить, что у нас есть человек, набравший более половины баллов. Максимум был, максимум у нас получается 70, да, баллов. Один человек набрал 44 балла, это хороший результат, а остальным есть к чему стремиться. Очень хорошо то, что у нас нет вообще нулевых работ в 8 классе, то есть все могут какие-то задачи решать. Значит, нужно тренироваться, нужно особое внимание, я думаю, обратить на задачи геометрические. Геометрические задачи бывают во всех классах, и умение их решать вам пригодится всегда. Ну и последние задачи, конечно, тоже нужно внимательно почитать решения. Так, ну теперь давайте перейдем к 9, к 11 классам. Так, я думаю, что мы продолжим разбор также по классам. То есть сейчас посмотрим на 9 класс. Вот заодно остановлюсь на табличке критериев в этом году. Более строгие критерии, я думаю, что вам интересно посмотреть, что в этом году, видите, оценка и пример. Если есть задача, то только за оценку до 4 баллов, только за пример до 3 баллов. И как вы видите, вот то, что я зачитывала, за решение геометрической задачи, не доведенной до конца, 0 баллов. Так, ну давайте перейдем к самим задачам. Итак, первая задача для 9 класса, известная для 2-3 членов условия равенства значений в точках 1, 2 и наоборот, да, 2, 1. Нужно найти сумму корней 3 членов. Естественно, что раз мы говорим про сумму корней 3 членов, то первое, о чем мы вспоминаем, это, конечно, теорема Виета. Именно она является основой для решения этой задачи. Вот здесь приведены 2 метода, 2 способа решения. Там и там получается ответ у нас 6. Некоторые заметили, что в данном случае при выполнении таких условий графики функций квадратичных y равно f от x, y равно g от x симметричны относительно прямой x равно 1,5, но, к сожалению, если этот факт не доказан, если вы опираетесь на этот факт лишь из геометрических соображений, то за данную задачу можно было поставить не более 3 баллов, то есть тут у нас даже московский комментарий был, что если этот факт не доказан, не более 3 баллов. Так, ну хотя задача, особенно вот первое решение, очень изящное, короткое и, на мой личный взгляд, очень простое, понятное решение по теореме Виета. Так, вот можно комментарий прочитать. Только верный ответ 1 балл. Доказано, что а плюс с равно минус 6, 3 балла. Вот доказана симметричность относительно 1,5, 3 балла, то, о чем я сейчас и говорила. Вторая задача очень похожа на ту задачу, которая была в 8 классе. Так, секундочку. Отличие в том, что в 8 классе задумывалось натуральное число, а в 9 классе в этой же задаче фигурирует у нас уже целое число. Но суть решения от этого не меняется. Я не буду тоже подробно на этой задаче останавливаться, так как ее решение мы уже обсудили для 8 класса. И опять же, только поясню, что необходимо было привести примеры чисел, которые загадали лжецы, и чисел, которые загадали рыцари. Вот можно даже в конце прочитать, что если в приведенном примере не полностью описана ситуация, то за этот пример вместо 4 баллов ставится только 2 балла. В итоге за задачу очень многим мы снизили с 7 баллов до 5, именно из-за того, что не были приведены примеры загаданных чисел. Третья задача также очень похожа на ту задачу, которую мы рассматривали для 8 класса. Это про числа, расставленные по кругу, и при делении дающие
остатки. Но в отличие от 8 класса эти остатки, как вы видите, принимают два различных значения. Ну и нужно доказать, что при обратном делении, так, против часовой стрелки, остатки различны. Так, покажу решение. Вот оно на доске находится. Не буду зачитывать его решение, скажу, что задача оказалась сложной для участников. Максимальное значение 3 балла мы смогли поставить за одно из решений. Остальные, к сожалению, либо набрали 0 баллов, либо вообще не приступали к решению этой задачи. То есть задачи на делимость, не на делимость на конкретные значения, а именно задачи на делимость с остатком вызывают сложность. Ну, это говорит о том, что нужно данную тему разобрать более подробно при подготовке к следующим олимпиадам. Так, геометрическая задача, опять такая же ситуация. Тоже, к сожалению, к решению геометрической задачи некоторые не приступали. Те, кто приступили, не смогли доказать. Многие работали с углами, но, к сожалению, были, например, такие решения, в которых перепутали углы. То есть вместо внешнего угла был рассмотрен внутренний угол треугольника, и так как в итоге было получено неверное равенство, то и потом все решение пошло неправильно. Так, поэтому хотелось бы еще раз сказать то, что я говорила в начальном, вот картинка к задаче показываю, что надо писать аккуратнее, потому что в некоторых решениях были буквы обозначены так, что мы сами, проверяющие, не могли разобраться, какая буква написана, П это или Д. И я думаю, вы тоже в своем решении не понимали, какую вы букву написали, и ошибка у вас вызвана именно небрежностью записей. Поэтому постарайтесь писать не только для нас, для проверяющих, но и даже для себя. Ну и еще хотелось бы сказать по поводу геометрических задач. Давно уже заметила, что в олимпиадные задачи по геометрии очень часто в них фигурируют окружности вписанные, описанные, и как вы видите, здесь этих окружностей даже по рисунку видим несколько штук, 3 штуки, и касание окружностей нужно было доказать. Довольно-таки необычная для школьной геометрии ситуация. Ну, значит, нужно больше внимания обращать именно на задачи, связанные с окружностями, а также на какие-то зависимости углов, связанных с окружностями, отрезков, вписанных в окружность и так далее. Так как решение, вот оно выше, довольно-таки тоже простое, то есть занимает буквально 2 абзаца. Я думаю, что когда вы его прочитали, вы понимаете, что задача была несложная. Следующая, 5-я задача про, опять же, раскраску граней куба, разбитого на клеточки. Похожая задача на 8 класс, только там были детекторы, а здесь просто необходимо было сделать хорошую раскраску. Опять же, здесь можно было пример привести, и особое внимание, как вы видите, по решению нужно обращать именно не на сами грани, которые понятно, что нужно было закрашивать шахматным образом, как шахматное поле, а нужно было особое внимание уделить соединению граней. То есть нужно было посмотреть, что происходит около ребер, что происходит особенно около вершин. Около вершин, где сходятся 3 клетки, и, соответственно, из них может быть закрашена максимум 1. Ну и так, что у нас там дальше? Видите, решение довольно-таки длинное. Так, но, вот и картинка, да, вот эта картинка очень хорошо поясняет, что нужно было в итоге получить. Понятное дело, что в решении вам не надо было это прям рисовать трехмерную картину, достаточно было описать ситуацию, которая происходит около углов, в которых одна клетка закрашена, другая не закрашена, значит, третья закрашена. Были ошибочные варианты, в которых забывали рассмотреть
не только угловые кубики, но и далее идущие за этими кубики вдоль ребра, где тоже у нас нельзя было раскрасить ни одну клеточку. Вот на третьем рисунке, могу сказать, значит, на верхней грани вот здесь ряд нераскрашенных клеточек. Нельзя их раскрасить, ни одну из этих клеток. Вот, к сожалению, была работа, мне вот запомнилась, в которой забыли, что эта грань еще примыкает ко второй грани, и, к сожалению, некоторые клетки здесь раскрасили, получили неверный ответ. Но неверный ответ — это у нас, к сожалению, 0 баллов, даже если есть какие-то полезные вещи в ходе решения. Так, это задача, сейчас, секундочку, задача номер 5, да, у нас была? Задача номер 5, ну, плохо с ней справились, задача на раскраске традиционно сложная для решения, поэтому неудивительный такой результат. Так, значит, 9 класс, второй день, секундочку, открою. Так, итак, 9 класс, второй день, 6-я задача. Довольно-таки простая задача, так как здесь 4 последовательных натуральных числа рассматриваются, и большинство справились с решением этой задачи. Что делимость, многие заметили, делимость суммы выбранных 3 чисел на 2, на 3, и, к сожалению, многим пришлось снизить оценку, снизить балл за данную задачу. К сожалению, третий множитель должен быть по условию отличен от двойки и тройки. Понятное дело, что если сами числа больше 100, мы прекрасно понимаем, что третий множитель, естественно, будет больше, чем 2 и 3. Но это необходимо описать в решении задачи. То есть, если это не описано, то балл был снижен, и было поставлено за эту задачу 6 баллов, если не оценен третий множитель, или даже 5 баллов кому-то ставили, если еще были какие-то недочеты в решении. То есть внимательно необходимо читать требования в задачах. Если написано произведение 3 различных натуральных чисел, то мы должны не только найти эти 3 числа, но и показать, что они являются различными числами. Так, ну, решаемость, кстати, у этой задачи хорошая. То же самое могу сказать про следующую 7-ю задачу. Тоже большинство справилось с этой задачей. В ней можно было привести пример ситуации, соответствующей условию задачи вы видите на доске. И вот несколько из таких примеров, так, секундочку, вот приведены на рисунке, и можно было ограничиться их приведением, и тогда задача была засчитана. Так, ну с этой задачей практически все справились, поэтому не буду на ней останавливаться. Так, вот второй пример. Так, к сожалению, вот сейчас пока пусть на доске будет решение геометрической задачи, на которой я не буду сильно останавливаться, тоже решаемость невелика. А сейчас хочу сказать, что вот через чат пришли вопросы, и в этих вопросах я не вижу, какой класс меня спрашивает. То есть если вы задаете вопрос в чате, пожалуйста, указывайте, какой класс, за какую конкретно задачу вы интересуетесь, по какой задаче. Например, очень интересный вопрос, почему поставили 3 балла, а не 7. Наверное, потому что по критериям за эту задачу надо ставить 3 балла, а не 7. Вот все, что я могу сейчас сказать на какой вопрос, такой ответ. Если вы хотите более конкретно по какому-то решению, по какой-то именно конкретной задаче, то можно пообщаться в чате после окончания вебинара. Сегодня до 7 часов я буду находиться онлайн в чате, и вы можете задавать вопросы, только, пожалуйста, давайте более конкретно эти вопросы задавать, то есть указывать класс, указывать задачу, по которой вы задаете вопрос,
Ну и желательно, чтобы я это решение как-то увидела, то есть более конкретные задачи. Так, ну вот тут, например, такой вопрос. Посчитал неверно, но пример верен. Поставят ли баллы? Тоже зависит от задачи. То есть есть задачи, в которых в авторских комментариях указано, что только за пример баллы не выставляются. Тогда за такую задачу, да, если пример будет верный указан, будет поставлено 0 баллов. Если же в авторских комментариях написано, что при приведении за пример можно поставить там, не более 2 баллов, не более 3, такие комментарии есть. Вот в документе, который вы сейчас видите, можно эти комментарии читать, то мы в соответствии с критериями выставляем то или иное количество баллов. Так, еще один вопрос. Решал, предоставив факт, что парабола пересекающаяся, две точки, единственная. Ну, тоже мне не совсем понятен вопрос. Во-первых, задача про параболы была не в одном классе. Такая задача встречалась и в 8 классе, и в 9, не ошибаюсь, в 10 аналогичная задача есть, поэтому пока ничего сказать не могу. Давайте договоримся, что вы с такими вопросами, касающимися конкретного решения, обратитесь ко мне в чате после завершения вебинара до 7 часов вечера сегодня. Так, ну вот геометрическая задача за 9 класс, номер 8. Решаемость, как обычно, нулевая. Представлено у вас на слайде одно решение. Так, чуть ниже есть второе решение подлиннее. Ну и можно почитать комментарии, что только за то, что мы указываем направление решения, баллы не добавляются. То есть, понятное дело, что для доказательства равнобедренности нужно доказать равенство двух сторон. Это настолько факт очевиден, что за него ничего не ставится. В комментариях вы видите, что можно поставить дополнительный балл за балл или баллы за дополнительные построения в формате перпендикуляра, за построение точки симметричной, точки А. Но сразу скажу, что вот это решение соответствует авторскому подходу, авторским методам. А большинство из вас представляли свои подходы, свои решения, но, к сожалению, не доведенные до конца. Поэтому вот эти дополнительные баллы мы не смогли никому поставить, потому что геометрические задачи всегда могут быть решены не одним методом, методов решения очень много, подходов много. И вот на такой подход, как у авторов, никто не решился, никто не додумался. Поэтому вот эти дополнительные баллы никому не были выставлены. А вот сами ваши решения, возможно, кого-то это решение могло бы быть доведено до конца, свое, отличное от авторского, но никто не смог. 9 задача на раскраску. Вот присутствует сейчас на доске, на экране у вас присутствуют условия. Опять же, это задача на раскраску. В данном случае эта раскраска касается вершин отрезка, диагональ, вот, называется разноцветной. Опять же, решаемость, прям совсем нулевая. Прям вот даже никому ни одного балла не поставлено. По мнению комиссии, задача действительно является сложной. И представленное решение автором тоже сложный подход. Несколько человек пытались решить эту задачу перебором, рассмотрением частных случаев многогранников, многоугольников, но не доведено до конца, то есть не смогли до конца все доказать, все решить. Вот решение авторское основано на вот такой лемме. Так, вот оно. Раскраска вершины наугольника является хорошей, то есть разноцветной, тогда и только тогда, когда она упорядочена. То есть тут у нас вводится понятие хорошей раскраски, вводится понятие упорядоченной раскраски. То есть, такое решение, которое, я думаю, самостоятельно довольно-таки трудно придумать. Все, что я могу сейчас сказать,
постарайтесь ознакомиться с этим решением, с этим подходом к решению подобных задач, и, возможно, этот подход вам в будущем пригодится. То есть на следующих олимпиадах что-то аналогичное вы можете увидеть, и, может, это вам поможет. Так, ну, как вот видите в комментариях, сейчас, секундочку, комментарий открою. Вот, как вы видите в комментариях, тоже оценивается лемма. Но, на мой личный взгляд, додуматься до такой леммы довольно-таки сложно. Поэтому, к сожалению, никто до этого не додумался, а свои решения не смогли вы довести до конца. Так, 10-я задача, опять же, про игроков, которые выписывают числа, только в отличие от 8 класса чисел побольше. Так, и сейчас, секундочку, вспомню. Не все задачи помню наизусть, конечно же. Да, если для 8 класса было всего лишь 11 чисел, то для 9 класса это уже 100 чисел. Но на самом деле общий подход аналогичный. Тоже необходимо было придумать такое решение, которое бы соответствовало наилучшей стратегии игроков и Пети, и Васи. И вот таким решением является выбор одного числа равного 1/2, а все остальное делится поровну между остальными участниками. И вот такое решение дает как раз наилучшее значение. Оценка, то есть это просто пример, то есть за него 3 балла, по-моему, дается. И то, что это именно наилучшее решение, как вы видите, довольно-таки длинно здесь доказывается. Вот это доказательство обязательно должно быть. Так. Без этого доказательства всего 1 балл, да? То есть за неполную оценку можно получить 1 балл, и за пример Петиных чисел с данным числом 1 балл. То есть 2 балла можно было получить. Ну, вот по 1 баллу 2 человека сумели набрать, то есть это либо сам пример был приведен, либо оценка. Но более подробно никто решить не смог. Значит, опять же, повторю, нужно данное решение разобрать аккуратненько и попробовать, возможно, решить какую-то аналогичную задачу с другими значениями, с другими числами. Так, 10 класс. Как вы видите, сейчас первая задача 10 класса за первый день. Опять же, задача про рыцарей, про лжецов, но уже задуманные числа не обязательно целые. То есть вот такое новое условие, и благодаря этому условию количество рыцарей увеличивается, 9 человек, решение на доске приведено. Комментарии те же самые, должны быть приведены примеры чисел, которые задумали и рыцари, и лжецы. Не буду останавливаться, подход тот же самый, с задачей многие справились, и проблем, я думаю, с этим нет у вас. Задача номер 2. Задача про четырехугольник заданного периметра. Нужно было доказать, что это ромб. Очень многие пытались работать с делимостью значений длин сторон. Но вот, к сожалению, забыли про неравенство, которое связывает длины сторон любого многоугольника, о том, что одна сторона не может превосходить суммы всех оставшихся сторон. Если вот этой оценки не было, то за задачу мы не могли ставить большого количества баллов. Так, секундочку, задача номер 2. Да, несмотря на то, что вот если вы сейчас читаете решение, видите, что оно не сложное оказывается. То есть, рассмотрев делимость и введя коэффициенты соответствующей делимости и поработав с возможными значениями этого коэффициента k, обнаруживается, что это k может быть равно только одному значению, и равенство сторон мы получаем
очень быстро и легко. И второй подход, так, второе, вот оно решение, чуточку подлиннее, но тоже довольно-таки простое. Так, пока вы читаете решение задач, я посмотрю, какие вопросы задаются. Угу. Угу. Так. Вопрос по задаче 9.1. Давайте сразу скажу, что представлен факт, что парабола с коэффициентом а, проходящая через две заданные точки, единственна. Ну, если коэффициент а точный, конкретный, то, наверное, можно было за этот вопрос поставить какие-то баллы. Но, к сожалению, я помню это решение, там не было указано, что это две параболы с одним и тем же коэффициентом а. Там было написано, что просто парабола, заданная уравнением y равно ax квадрат плюс bx плюс c, проходящая через две данные точки, определяется однозначно. К сожалению, это не так. Для параболы 3 точки нам нужны, для того, чтобы ее положение было однозначное. И поэтому за данное решение не было поставлено ни одного балла. Так, до задачи 9.4 и 9.5 мы немножко еще не дошли. Сейчас я посмотрю. Сейчас мы до них дойдем и посмотрю. Отвечу на вопросы. 9 мы уже прошли, да? Угу. Сейчас я открою задачу и посмотрю, что там за задача. Так, задача 9.4 геометрическая задача, за что могли снять 4 балла. Скорее всего, 9.4. Угу, понятно. Скорее всего, было поставлено 3 балла за то, что было доказано какое-то вспомогательное утверждение, но само доказательство не было доведено до конца. Если я не ошибаюсь, это было решение, в котором конечное утверждение не следовало из предыдущего. И вообще в этом решении, я тоже его помню, очень многие выводы были сделаны как-то то ли в уме, вы проводили несколько последовательных логических рассуждений, то ли вы на черновике эти рассуждения проводили. Мы когда разбирали комиссии это решение, мы дописывали те этапы, которые были между первым утверждением и вторым, то есть поясняли сами себе и в дальнейшем московским проверяющим, почему из одного факта следует следующий факт. Это не связано с теоремами, это именно несколько преобразований, несколько логических утверждений, из которых какие-то шаги выпали. Они правильные, но геометрическая задача должна, в ней каждый шаг должен следовать один из другого. Если вы теряете половину шагов, то это неправильное решение. И результирующий факт не вытекает из предпоследнего. Я полагаю, что, наверное, может быть, на черновике где-то вы там эти выводы делали или еще где-то. Но в итоге последнее утверждение из предыдущих не следует. Я помню это решение. Поэтому 4 балла снято, что 3 балла за то, что доказано утверждение, помогающее решению задачи, но само доказательство до конца не доведено. Задача 9.5. Посчитал неверно. Верен пример. Скорее всего, за это поставят 0 баллов, потому что если ответ неправильный в задаче, то за это обычно ставится 0 баллов. Пример верен. Вот, к сожалению, не помню. Давайте вы в чате ко мне обратитесь, я посмотрю конкретно ваше решение, потому что, возможно, вам кажется, что вы описали пример полностью и достаточно, может быть, вы какие-то факты не описали, и поэтому не был оценен этот пример. Так, и задача, давайте сразу уже 9.9 посмотрю, то есть на все вопросы сразу отвечу.
Так, задача 9.9. Ага, да. Полностью решена. Так, задача 9.9 полностью решена, ответ неверен. Угу. 6-7 баллов за неверный ответ. Как говорится, даже не мечтайте, сразу говорю. Если вы, так как не развернули на n раз, но все абсолютно верно. Ну, если вы не развернули на n раз, вряд ли решение можно признать абсолютно верным. Если мы разбираем какие-то возможные варианты в решении математической задачи, и не все варианты рассмотрены, то это даже не половина задачи решена. То есть, если вы не учитываете все варианты, возможные в условиях данной задачи, то это меньше половины задачи, меньше половины решения. То есть, возможно, ваше решение можно будет посмотреть еще раз. Тоже давайте в чате после вебинара ко мне обратитесь, но на 6-7 баллов не рассчитывайте, это я вам точно говорю. Максимум можно 2 балла, ну, даже и 2 балла. В этом году строгие очень критерии. Я не думаю, что какие-то баллы при неправильном ответе можно получить. Так, давайте вернемся к 10 классу, третья задача. Задача, с которой несколько человек справились, но не очень хорошо на самом деле. Задача была несложная на самом деле, то есть увидеть, что получить в сумме рациональное число из двух иррациональных можно только если их иррациональность этим суммированием убьется, пропадет, можно было. Главное, что забыли, числа должны быть в этих строчках разные, а значит, если вы берете лишь одно рациональное число, то его в пару только с ним же можно поставить, и условие не выполнено. То есть вот этот факт у многих присутствовал, и многие дали ответ не 2016, да, а 2000, сейчас, секундочку, 2, сколько... в первой строке, да, многие дали ответ 2018, посчитав, что можно ограничиться одним рациональным числом. По этой задаче еще у меня есть небольшой комментарий. Не все, оказывается, знают, что такое иррациональные числа. В 10 классе это уже не очень хорошо. Поэтому, если вы идете на Олимпиаду, если вы все-таки любите математику, я думаю, что все, кто идут на Олимпиаду, любят математику, давайте ориентироваться в терминологии, давайте разбираться в основных понятиях математики, а уж числовые множества, множество действительных чисел, рациональных чисел, иррациональных чисел вы должны знать как 2 × 2 для вас это должно быть. Поэтому даже в одной работе фигурировало абсолютно неверное определение рационального числа. Зачем человек это определение привел, я не знаю. Может быть, если бы не привел, мы бы более отнеслись лояльно к этому решению. Но вот такая грубейшая ошибка по поводу определения рационального числа. Это очень нехорошо. Для Олимпиады это недопустимо. Так, то, что вот здесь приведен пример. Понятное дело, что такой пример можно придумать не одним способом. Самое главное вот увидеть, что 3 числа должны быть рациональными для того, чтобы мы могли их переставить друг с другом, а иррациональные числа должны быть парами, такими парами, чтобы при суммировании иррациональная часть друг друга уничтожала. То есть вот слагаемое должно быть иррациональное. В какой форме? Вот можно в форме корня квадратного, из неполного квадрата, из 2, из 3, из 17, что хотите. Можно было не целую часть варьировать, а можно было как раз иррациональную часть варьировать. То есть взять, например, единица плюс корень из 2, единица плюс 2 корня из 2, единица плюс 3 корня из 2, неважно. То есть сам пример придумать несложно. Вот трудный момент был как раз связан с рациональной частью. Вот комментарий можно почитать, что доказана оценка, за это можно было получить 5 баллов.
но только за пример, к сожалению, видите, 2 балла. Но на самом деле те, кто додумались до примера, они, как правило, вначале провели какую-то оценку. Поэтому по этой задаче, если кто-то что-то делал, то оценка все-таки там была. Хотя задача плохо решена. Плохо. Так, следующая задача, 4. Так, вот оно решение. Так. Задача практически никем не была решена, поэтому я не буду на ней останавливаться. Решение почитайте, посмотрите. Так, что тут надо было заметить? Заметить надо было четность многочлена и симметричность его корней относительно начала координат, относительно нуля. И далее, варьируя эти корни, можно было все, что нужно получить. Вот так, вот это начало решения. Да, и конец, да. То есть доказать можно было, не так уж это было и сложно. Вот комментарии есть. Замечена отрицательность n-ного корня при больших n. За это можно было целый балл получить, что тоже в нашем случае важно. Так, следующая, 5-я, геометрическая задача. Вот ее формулировочка. Сейчас уменьшу немножко. Формулировка решения. В решении предлагается дополнительное построение. Вот точки Т, которые представлены на рисунке. Как всегда, геометрическая задача, авторское решение. Можно было придумать свое. К сожалению, что хочу сказать, как раз, по-моему, по этой задаче. Сейчас немножечко прочитаю, вспомню. Ага, да. NL, по-моему. Немножечко путаюсь, так как по всем классам задачи читала. Возможно, здесь кто-то утверждал, что NL перпендикулярно АС, и все доказательство строилось на перпендикулярности, то есть был рассмотрен частный случай. За частный случай максимум там 1 балл можно поставить, и то не факт. Если вы рассматриваете частный случай с доказательством того, что этот случай единственный, то значит вы опираетесь на неверные утверждения, и такое доказательство оценивается в 0 баллов. Если рассматривать частный случай как опору для дальнейшего рассмотрения общих случаев, то есть рассмотрели перпендикулярность, потом перешли к неперпендикулярности с опорой на случай перпендикулярности, тогда можно за случай частный 1 балл поставить как этап в решении задачи. Но это должно быть отмечено, что мы понимаем, что это перпендикулярность лишь один из возможных вариантов. Такой вот подход в одном решении был, и, по-моему, там как раз мы 1 балл-то и поставили, да. А у остальных, к сожалению, если это утверждение, что это частный случай единственный, ставится 0 баллов. Так, продолжим 10 класс. 6-я задача, последовательные числа. Ну это такая же задача, как в 9 классе, не буду тогда на ней останавливаться. Я уже все, что нужно по ней, сказала. 7-я задача, последовательность задана, решение есть у вас, видите. Необходимо было доказать убывание этой последовательности. Убывание можно было доказать. Так, сейчас, секундочку. Да, здесь у нас рассмотрен подход. Так, наверное, через разность, да? В данном случае разность двух соседних членов можно было доказать это утверждение, рассматривая отношения, то есть частные соседних членов последовательности, но там пришлось бы рассматривать два, нет. Так, сейчас, секундочку. Ну да, можно было рассмотреть, и в принципе решение несложное. Так, 7-я задача, сейчас я посмотрю, что тут у нас по решаемости.
Ну, как-то плохо справились, несмотря на то, что задачи, связанные с последовательностями, вот такой, на мой личный взгляд, простоты не часто бывает в олимпиадных задачах. Можно было, наверное, решить эту задачу. Это задача решаемая. Поэтому на нее обратите внимание. Аналогичная задача будет в 11 классе, посмотрим с вами тоже. Хотелось бы, значит, чтобы с последовательностями поработали, с последовательностями, с корнями. Да, и еще по поводу этой задачи обратите внимание на показатель корня 2 в степени n. Было несколько работ, где вместо 2 в степени n рассматривался показатель корня 2n. А это уже совсем другая задача, за ее решением мы выставляли 0 баллов. 8-я задача, опять же геометрическая задача, сложная, как всегда, задача для учащихся, для вас, для участников. Тоже задача, связанная с окружностью, вот доказательство видно. Я думаю, что вы можете потом посмотреть аккуратно, более подробно данное решение, не буду я его зачитывать. Решаемость задачи нулевая, поэтому нет смысла разбирать, останавливаться. Вот комментарий, что нужно было проекцию точки H' на проекцию точки B' на прямую АС рассмотреть. Ну, не решили задачу. То же самое хочу сказать про следующую задачу. Опять же, раскраска. Видим, что это, по-моему, абсолютно та же задача, что и в 9 классе, поэтому не буду на ней останавливаться. Да, это та же самая задача. Решение представлено. Пропущу. Да, связанные с леммой. Так, 10-я задача. Тут даже большинство не приступали к решению, то есть даже сам вид, наверное, последовательности напугал. Честно говоря, действительно, вот целая часть числа, которая обозначена квадратными скобочками, не часто встречается нам в математических каких-то задачах, и, наверное, это вызвало затруднение. Я думаю, что решение можно будет потом вам подробнее посмотреть. Так как практически никто не брался за решение этой задачи, я не буду тоже останавливаться на решениях, на рассмотрении решений. Рекомендую просто подробно, аккуратно прочитать, поискать, кстати говоря, подобные задачи, в литературе они есть, ну и, соответственно, к следующей олимпиаде подготовиться уже так, чтобы такого рода задачи вы смогли решить. 10 класс у вас еще есть целый год на подготовку, чтобы в 11 классе уже решить успешно все задачи. Ну и остался у нас 11 класс. 11 класса у нас было наибольшее количество участников. К сожалению, не все показали хорошие результаты. Но вот все-таки более-менее хороший у нас результат один есть, более половины баллов участник набрал, есть очень близко, почти половина, но остальные так, середнячки, скажем. Сами задачи, многие, как вы видите, по доске дублируют задачи для остальных классов. Опять же, первая задача про рыцарей и лжецов, загадывается целое число. Комментариев я уже много давала, пропустим эту задачу. Вторая задача про трехчлены, на мой взгляд, тоже задача несложная, можно было ее решить, но, к сожалению, очень многие начинали при решении данной задачи, правильно начинали работать с дискриминантами, но путались с условиями для дискриминанта, связанными с наличием целых корней у первых трех членов. Были попытки решения геометрического. Вот здесь первое решение, как видите, работали с дискриминантом и перебирали варианты для значения дискриминанта, связанные с целочисленностью корней. Второе решение связано с теоремой Виета. Были решения, которые предлагали, ваши решения участников, в которых вы предлагали рассматривать геометрические факты, связанные с этими двумя трехчленами. Одна работа даже, так,
вторая, да, задача. В одной работе даже мне очень понравился подход с рассмотрением разности, с рассмотрением отличий целочисленных корней трех членов, у которых свободные члены отличаются на единицу. Мне очень понравилось это решение. Вот, поэтому геометрическая опора здесь некоторым помогла найти решение. Мне понравились на самом деле эти подходы. Так, ну, представленные решения, я думаю, вы можете дома подробно разобрать. И отсутствие корней двумя способами. Третья задача. Сейчас скажу. Третья задача. Да, несмотря на простоту задачи, честно говоря, справились не все. Задача, в которой рассматриваются какие-то понятия, связанные с клетчатой доской, традиционно встречаются практически каждый год на Олимпиаде, поэтому хотелось бы, конечно, более высокой решаемости именно этой задачи. Тем более, что понять, что нужно вот рассматривать квадрат 15 на 15, внутри которого все мы можем раскрасить, а вокруг надо полосочку не раскрашенную, полосочку я имею в виду полоски шириной 15, достаточно легко. Вот, правда, здесь такое решение предложено, там, четверки, да, расстояние между клетками в четверке, ну, почитайте. Ну, большинство просто доказало это, исходя из рассуждений, что нужно сделать не более 15 шагов, значит, длина стороны квадрата должна быть 15. Ну, а потом предложенная раскраска, которая справа находится, кто дошел до того, что нужно раскрашивать 15 на 15, потом додумался и до того вида раскрашивания, который представлен на шестом рисунке. А потом уже подсчитать количество раскрашенных клеток смогли. То есть кто до этого додумался, тот задачу и целиком решил. Так, ну, как вы видите, только, кстати говоря, за пример 1 балл ставился. Ну, многие, конечно, этот пример предваряли рассуждениями, но, к сожалению, не во всех этих рассуждениях была доказана оценка строго. То есть не многие, а вот в нескольких работах, помню, было такое, что такая раскраска будет наилучшей, и все. То есть мы считаем, что наилучшая, а вот как раз доказательства этой оценки не было. К сожалению, вот это только 1 балл. Так, четвертая задача, один человек только с ней справился. Ну, задача аналогичная той, которая была в 10 классе, поэтому ее решение вы уже видели. Так, 5-я задача, наконец-то, для меня наконец-то стереометрическая задача. К сожалению, очень редко почему-то встречаются стереометрические задачи, но хотя бы для 11 класса вот приведена одна задачка. Связана она даже не просто с трехмерной фигурой, с тетраэдром, но связана даже со сферой, что, наверное, ну, приятно с точки зрения математики, хорошая, интересная задача. И, как вы видите, решается она несложно, но традиционно мало кто ее смог решить. То есть брались несколько человек, взялись за решение, но, к сожалению, ни к чему хорошему прийти не смогли. Поэтому рекомендую почитать решение. Так, сейчас. Вот оно такое вот. Кажется, что длинное, да, но на самом деле хорошее, изящное решение. Ознакомьтесь с ним, и я надеюсь, что вы обратите внимание на задачи, в которых многогранники связаны с круглыми телами, в частности со сферой. На эти задачи не все обращают внимание, не все готовятся к таким задачам, ограничиваясь только многогранниками. То есть мы видим, что нужно рассматривать также и сочетание с круглыми телами. Так, и второй день, 11 класс, 6-я задача, опять же аналогичная той, которую мы видели ранее, не буду на ней останавливаться. 7-я задача, связанная с
Последовательностью с доказательством убывания последовательности, на мой взгляд, довольно-таки несложная задача. Можно было рассматривать разность, как в приведенном авторском решении, разность последовательных членов. И тут получается все очень красиво и изящно, как вы видите, выделяется полный квадрат. И убывание прямо получается буквально в одну строчку. Можно было рассматривать отношения двух соседних членов, но в этом случае необходимо было останавливаться на двух вариантах, рассматривать два варианта. Ведь здесь А говорится не отрицательно, отлично от единицы. Но, положительное даже, да? Положительное отлично от единицы. Но когда мы рассматриваем отношения двух соседних членов, там два варианта будут. При А большем единицы один случай, при А, находящемся в промежутке от 0 до 1, подход немножечко другой. То есть надо было два случая рассмотреть. Это не все учли. Те, кто рассматривали отношения, к сожалению, вот полагали, что А больше единицы и все. За это, как вы видите, только 4 балла можно было получить. 8-я задача, вот она, планиметрическое решение. Пусть будет на доске. Так, 8-я, да? 8-я задача. 3 человека с ней справились, что очень хорошо и очень радует. То есть все-таки к 11 классу планиметрические задачи некоторые научились решать, что радостно, а вот стереометрические, к сожалению, нет, что не радостно. Так. Далее, комментарии можете прочитать здесь, что можно 1 балл за что-то получить, 3 балла. Решение авторское, и, скорее всего, если вы получили за эту задачу какие-то баллы, это, возможно, не те утверждения, которые присутствуют на слайде сейчас. Вполне возможно, что вы доказали что-то другое, что тоже было бы полезно, но, к сожалению, к решению не пришли. Так, 9-я задача. 9-ю задачу у нас никто не решил. Наибольшее значение учеников 28 человек. Решение. Так, вот я его приведу. Я думаю, что данное решение необходимо аккуратненько, подробно прочитать. Я думаю, что с этим вы справитесь без моей помощи, прочитайте. Что можно сказать? Несмотря на то, что количество элементов множества, которое рассматривается, довольно-таки небольшое, 30 всего лишь дней в сентябре, то есть работали под множествами 30, множество, содержащего 30 элементов, то есть не самый большой вариант, но тем не менее, побоялись, не справились те, кто пытался что-то порассуждать, и, к сожалению, вот с этой задачей, эту задачу одолеть не смогли. То же самое могу сказать про 10-ю задачу, тоже задача аналогичная тем, которые были в 9 классе, по-моему, в 10 классе, там были просто конкретное количество чисел, и здесь общий уже 11 класс, понятное дело, общий случай, общий подход, уже количество чисел n, то есть надо было, даже 2n, да, 2n, надо было выбирать решение в общем виде, провести те же рассуждения, которые были в предыдущих классах, но в общем случае, в общем виде. Вот эти решения приведены. Очень приятно, что один человек смог провести это решение полностью. Немножечко, конечно, отличается подход. Свое решение человек представил, но тем не менее оно обоснованное, все доказано, значение получено, правильный ответ получен правильный. И доказательство хоть немножко по-другому проведено, тем не менее оно верное. Так, все задачи мы посмотрели. Еще раз повторю, что после 22 числа вы сможете уже эти решения получить в бумажном виде.
можно будет подробно разобрать их. А пока вы можете, просмотрев эту видеозапись, остановить на нужном месте, прочитать решение, ну хотя бы в таком виде, раз сейчас так все строго и не разрешают нам выкладывать решение заранее. Ну, давайте хотя бы так. Ну, на этом все. Напоминаю, что до 7 часов сегодня я буду с вами общаться в онлайн-режиме. Постараюсь, конечно, ответить на ваши вопросы, но для этого вопросы должны быть сформулированы, и, скорее всего, мне потребуются сами ваши решения. Сейчас мы этот вопрос обсудим, я постараюсь как-то эти проблемы решить. Ну вот тут вопросы поступили, еще немножечко продолжение к вопросу по задаче 9.1 по условию а равно единице. Согласна, но у вас в решении этого указано не было. Вот если бы вы сказали, что при а равном единице такое-то утверждение, то да. Поэтому еще раз, очень четко, это математика, очень четкие должны быть все ваши утверждения. Если вы формулируете какое-то свое утверждение, то оно должно быть так сформулировано, чтобы действовало в отрыве от условий данной конкретной задачи. Либо пояснять, что в условиях задачи при а равном единице выполняется то-то, то-то. Иначе вы получаете неверное утверждение. Вопрос, ставится ли хотя бы несколько баллов, если принцип решения верный, ответ нет. Ну, дублирует на самом деле тот вопрос, что если решение правильное, но ответ неправильный, да? Не может быть правильного решения при неправильном ответе. Где-то, значит, есть ошибка. Далее, принцип решения. Что значит принцип решения? То есть это метод решения или что? Принцип решения, подход к решению, то есть последовательность каких-то утверждений. Наверное, в каких-то случаях за это можно ставить баллы. Более того, раньше, еще раз повторю, в этом году более строгие критерии. Раньше мы могли ставить 2, 3, 4 балла, если доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи. Если доказано утверждение, которое привело бы к правильному решению, я цитирую то, что у нас было раньше в критериях, которое привело бы к правильному результату. В этом году все намного строже. То есть буквально указывается за правильный пример без доказательства 1 балл, за неверный ответ 0 баллов и так далее. То есть тут все стало очень строго. Так, ну тут еще вопрос по конкретному решению. Давайте я на него отвечу. Я сейчас возьму вот этот ваш вопрос и отвечу на него лично. Вот вашу работу рассмотрю. Тут один еще вопрос есть. И посмотрю именно конкретно по вашему решению. Потому что вам зачастую кажется, что ваше решение правильное, но оно содержит либо какие-то недочеты, либо даже, возможно, какие-то грубые ошибки. Поэтому давайте сейчас мы перейдем как раз в общение личное в чате. И поэтому на этом мы заканчиваем. Спасибо за внимание. До свидания.